Всем привет! Сегодня я еду в город Якутск. Приехали в город Нюрбу. Я немножко приболел. Голос севший. Но давно не было видео, где мы ездим далеко. Давайте сегодня сделаем видос про дорогу, чайные, заправки и так далее. Дорога 900 километров. Заехал в город Нюрбу для того, чтобы встретиться с человеком. Человека зовут Николай. Я должен передать ему благодарственное письмо, потому что на Кубке Северного Патрика он поставил мне приз. Мероприятие вот. Какое-то мероприятие. И потом поедем мы дальше. Погода сегодня ясная, безветренная. Утром было минус 35, хотя уже весна. Но днем, думаю, будет где-то минус 15. Вот в самом центре города Нюрбы торговый центр Махтал. И на втором этаже магазин Ходовка, который продает масло Аккора. А мы едем дальше. Ребята, вот магазин Ходовка, город Нюрба. Привет. Николай. Я передал благодарственное письмо. И магазин Ходовка является официальным дилером автомасла Аккора. Вот видите, какой большой ассортимент, оказывается, есть у масла Аккора. Магазин Ходовка официальный дилер. Цены в республике Саха-Якутия везде одинаковые. И Аккора, оказывается, это наш производитель, российский. Ага. Город Екатеринбург. Заправка города Нюрбы. Еле-еле доехал. Лампочка у меня загорелась уже давно. Бак почти пустой. Купил я 60 литров. И получилось это... Сколько? Где? Вот. 3972 рубля. Это 66-20 литров стоит. Выезжаем с заправки. На улице все еще холодно. После обеда, наверное, потеплеет. О, тут тоже реагенты, что ли? Так, приехали в чайную село Хора. Здесь большая стоянка забита большегрузами. Время полдень. Мы сейчас покушаем тут. И будем кушать только вечером.
За вот такой обед втроем я заплатил 1600 рублей. Спасибо. Лук. Все, мы вкусно, сытно поели. И теперь едем дальше. Сейчас у нас будет село Верхневилюйск, потом город Вилюйск. Да, пристегнулись ремнями безопасности. По пути сюда мы видели одно ДТП уже. Сейчас весна. Местами может быть гололед. Едем аккуратно, осторожно. Полная парковка, полная машин. Раз. Скоро закрывается переправа. Но сразу не закрывается, говорят, с 3 апреля, уже со следующей недели, будет снижен тоннаж ледовой переправы. Поэтому вот большие грузы успевают ездить туда-сюда, таскать грузы большие. Если не успеет, то все, уже большие штрафы и так далее. Ледовая переправа под Верхневилюйском. Река Вилюй. Мы привыкли каждую зиму вот так ездить по реке. А если кто видел видео Насти Туман, которое она приезжала в январе, что ли, или в феврале к нам в Якутск приезжала и перегоняла, получается, Патрика и еще одну Тойоту, какой-то минивэн перегоняла. И видели, как она удивлялась, когда переправлялись через реку Лену. Все, мы заезжаем на лед. Выглядит это, конечно, странно, страшно. Едем по реке, а тут как будто просто дорога. Тут все белым-бело, у вас сзади. Мы привыкли постоянно ездить до воды. Река на севере у нас это основная дорога. Когда зима, зимник на север ездит только по реке, потому что там специальной дороги нету. Даже вот на федеральной дороге у нас нету мостов. Ездим по льду, по зимнику. Так, мы в городе Вилюйске. Остановились в магазине запчастей, чтобы посмотреть запчасти. Магазин был закрыт, но там были люди, которые попросили нас вытянуть машину. Где-то тут машина застряла в снегу. Сейчас быстренько поможем и поедем дальше.
nè cái nào. Bayar hidakan. Bayar. Cái thuốc bạc. Kudus bạc. Бара. Не ключ, а шакал. Ê, trên này chặt. Это плюс. Без особого труда, потому что Хась не глубоко сел, просто, наверное, хотел развернуться. А он так, наверное, они коротко. Кот Allah mana ni? Да, Kan nama tu. коротко. Ada uskai kata. Да, Siapa sih bang? ага, ketat. Короче, купил в магазине в городе Вилюйске вот такие хабы, самые дешманские. Они пара стоит 3500. А у меня справа вот стоит, как вы помните, у меня стояли хабы Red BTR. С той стороны у меня Red BTR стоит. А эту сторону я разбил, когда у меня полуось летела. Полуось сломалась, а хабы заклеили. Сейчас у меня есть вибрация на хвостовике. Я хочу это устранить, специальную дорогу, поэтому хочу поставить хаб. Мне не нравится вибрация, когда едешь по асфальту 100 км в час. Смазка вроде нормальная, ржавчины не видно. А, пустяк. В выключенном состоянии. Там прокладка осталась, да? Угу. Ngon không? Ну, баназая утром. Выглядит. Я не ламбраю. Выходим с города Вилюйска. Тут поставили хабы, купили с магазина. Время у нас 2:30 дня. И впереди у нас еще 500 километров пути. Так что ехать и ехать. Сейчас будем заправляться. И должны доехать до Бетигостях. Так, у нас лежит машина в кювете. Сейчас мы попробуем потянуть.
No, to mantain alhaja de vukolyohata. No, cuman kan bulan mantap para. Радиатор. О. Камсау теми. Көрүп капот эгер кип. Радиатор кöyde. Неше. Ну, Куран ход. Kurang akut. Вот там ранту ачичигирисин истих. Мат куденето. Помогли ребятам. Они попали в нелегкую ситуацию. Короче, они говорят, ехали, как мы, по направлению города Якутск. Когда навстречу шли машины, а к ним навстречу вышел на обгон какая-то маленькая иномарка. Хорошо, что у меня есть регистратор. Я поговорил с ребятами, отдал свой номер. И я посмотрю, что за машина там была. Так что виновник будет найден. А чтобы избежать аварию, ребята приняли вправо. Оказывается, ранее в этом же месте, в этой же точке тоже выходил машиногруз, кажется. И ровно по этому месту вот ребята ушли в кювет. А благо снег был жесткий, и поэтому мы сумели вытащить малолитражку. Если бы они по целику упали, мы бы их не вытянули, потому что снег бы не отпустил. А так, регистратор мы посмотрим, когда доедем до Бердигостяха. Там будет связь. У меня приложения нету, поэтому не могу взять сейчас выбросить видео. Надеюсь, видео сохранено, и мы увидим, какая там машина проехала. Вот так вот. Вот такая история. Поселок Бердигостях. Время 8 часов вечера. Благополучно доехали. Посмотрели регистратор. Там все есть. Я все, что понадобилось, скачал. Если ребята попросят, я им предоставлю запись. А так там непонятно. Там промежуток какой-то прошел. Картинку ребенка поставили, чтобы затормозили. Ну и может ребята узнают того, кто выехал на встречку. Короче, вот такая история. До конца маршрута у нас 180 километров с лишним. Скоро у нас деревня Магарас. Там у нас будет ужин, как всегда. И до Магараса 80 километров. Приехали в село Магарас. Покушали. Ужин. Время 21:12. До города Якутска осталось 100 километров. Как видите, на улице сильный ветер. Итак, финишная прямая. Спустя 13 часов мы доехали благополучно в город Якутск. Время 10 часов вечера.